Чеченцы в советской системе и политика памяти. Война, депортация и борьба за интерпретацию. История чеченцев в 20 веке – это не черно-белая схема «за» или «против» государства. Это история народа, оказавшегося внутри жесткой имперской конструкции, где лояльность требовалась без условий, автономная идентичность воспринималась как потенциальная угроза. Чтобы понять происходящее тогда и сегодня, необходимо рассмотреть 3 уровня. Первое – участие чеченцев в Великой Отечественной войне. Второе – депортацию 1944 года и механизм коллективной вины. Третье – современную политику памяти вокруг 23 февраля. Участие в войне – парадокс признания. Тысячи чеченцев воевали в составе Красной армии. Среди них Мавлид Висаитов, командир кавалерийского полка, чьи подразделения в апреле 1945 года одними из первых встретились с американскими войсками на Эльбе. Это исторически зафиксированный факт. Однако звание Героя Советского Союза он получил лишь спустя десятилетия. Причина заключалась не в отсутствии военных заслуг, а в политическом контексте. После депортации 1944 года чеченцы были объявлены неблагонадежным народом. Возник негласный барьер на превращение их представителей в официальные символы победы. Мавлид Висаитов – один из тех, чья биография сама по себе стала символом завершения войны в Европе. Его присутствие на линии соприкосновения союзников весной 1945 года и дальнейшее награждение американской стороной показывают реальную роль чеченских офицеров в финале войны. При этом судьба его признания внутри СССР раскрывает главный парадокс эпохи. Офицер, прошедший путь от Терека до Эльбы и представленный к званию героя еще в 1945 году, получил звание Героя Советского Союза лишь спустя десятилетия и уже посмертно. На фоне того, что в 1944 году чеченцы были официально объявлены неблагонадежным народом и коллективно обвинены в предательстве, фигура Висаитова становится не просто военной, но и политико-исторической. Человек, служивший государству на войне, оказался представителем народа, которому это же государство одновременно навесило коллективный ярлык. Именно в этом двойном контрасте служба и подозрение, победа и депортация и проявляется смысл его истории. Возник парадокс. Народ участвует в войне, отдельные его представители проявляют героизм, одновременно весь народ объявляется предателем. Это противоречие объясняется не фактами, а политикой. 1944 год. Коллективная вина как технология. 23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей. Формулировка обвинения – массовое предательство. Массовые сдачи в плен в первые месяцы войны происходили в разных регионах СССР. Однако коллективной депортации подверглись только отдельные народы. Это свидетельствует о политическом характере решения. Коллективная вина удобна власти. Она упрощает управление, снимает необходимость индивидуального расследования, позволяет действовать без публичной дискуссии. С философской точки зрения это проявление тоталитарной логики. Личность растворяется в категории «группа». Ярлык «предатели» сохранялся десятилетиями и использовался как инструмент давления и дисциплины. Уничтожение культурного наследия, попытка обнуления. Депортация сопровождалась не только переселением людей, но и уничтожением культурной основы. По свидетельствам очевидцев, после выселения в домах собирали книги, исторические тексты, поэзию, религиозную литературу, рукописи. Их свозили в Грозный и сжигали. В течение нескольких дней горели костры из книг. Это было уничтожение не просто имущества, а интеллектуального наследия. Книга – это зафиксированная память народа. Сожжение книг – это попытка стереть историческую глубину и культурную самостоятельность. Лишение материальной преемственности. Любая семья хранит предметы, передаваемые из поколения в поколение: оружие, одежду, украшения, рукописные религиозные тексты, родовые реликвии, вещи, которые дед передает внуку не ради стоимости, а ради памяти. Это не просто имущество. Это материальное выражение истории семьи. Это подтверждение того, что род существовал до тебя и продолжится после.
Материальная преемственность – это тихий фундамент идентичности. Через нее человек ощущает непрерывность времени и свою укорененность. В феврале 1944 года большинство чеченских семей лишилось имущества, архивов, родовых ценностей, исторических предметов, семейных реликвий, хранивших память поколений. Народ оказался обнулен не только материально, но и исторически в вещественном смысле. Разорвалась естественная цепь передачи от дедов к отцам, от отцов к детям, от детей к внукам. То, что обычно переживает войны и смену эпох, оказалось утрачено за считанные дни. С 1944 года многим пришлось начинать жизнь заново без накопленного наследия предков, без вещественных свидетельств прошлого. Осталась почти исключительно память. И именно память стала единственным непрерывным мостом между поколениями, тем внутренним пространством, которое невозможно было конфисковать, вывести или сжечь. Интеллектуальное сопротивление. Другую линию представлял Абдурахман Афтарханов. Бывший партийный работник, ставший исследователем природы сталинской системы. Он анализировал не отдельные злоупотребления, а сам механизм власти. Его работы показывали, что репрессии не были случайностью, они являлись частью конструкции. Это была форма сопротивления не оружием, а анализом. Внутри общества существовали разные линии поведения: служба в армии, пассивное выживание, военное сопротивление, интеллектуальная критика режима. Ни одна из этих линий не отменяет другую. Империя и автономная память. Имперская система стремится к единому историческому нарративу. Автономная память разрушает монополию на интерпретацию. Если народ самостоятельно определяет, кто его герой, кто его жертва, что было преступлением, он становится субъектом истории. Контроль над прошлым – это контроль над будущим. 23 февраля сегодня. Борьба за смысл. 23 февраля 1944 года для чеченцев – день начала депортации. В современной российской системе 23 февраля – День защитника Отечества. Возникает столкновение двух смыслов: для народа – день траура, для государства – военный праздник. В Чечне отсутствует полноценный свободный публичный формат памяти 23 февраля как дня трагедии. Это свидетельствует о приоритете общегосударственного нарратива над региональной исторической интерпретацией. Уничтожение памятников 1990-х годов означало отказ от определенной версии истории. В соседних регионах депортированных народов существуют памятники и официальные формы памяти. Контраст подчеркивает управляемый характер политики памяти. Ограничение траурного формата – это не борьба с прошлым, а контроль над идентичностью. Заключение. История чеченцев в 20 веке – это история народа, который участвовал в войне, пережил коллективное наказание, лишился материального и культурного наследия, сохранял память, сталкивался с контролем интерпретации. Память – это не эмоция. Это основа идентичности. В 1944 году был разрушен не только дом и хозяйство. Была попытка разорвать нить времени, связь между поколениями, между предками и потомками. Были уничтожены книги, реликвии, архивы. Народ оказался обнулен материально и лишен вещественных свидетельств своего прошлого. Но то, что нельзя было конфисковать, это внутренняя память. В биографии Мавлида Висаитова сошлись две линии истории – служба государству и коллективное обвинение его народа. В этом контрасте отражается вся сложность эпохи – война и депортация, победа и подозрение. История – это не инструмент мести. Это инструмент понимания. Когда уничтожается материальное наследие, память становится последним оплотом. Когда пытаются ограничить память, она становится формой внутренней свободы. Народ может быть лишен имущества, может быть лишен архивов, может быть лишен памятников. Но пока он сохраняет память и способность к осмыслению, он остается субъектом истории. Руслан Тахаев о праве народа на свою историю.